пор склада ни в Белоруссии, ни в России, ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. Чувствуете, как мы опережаем? А мы 3 в Казахстане открыли. В Самаре открыли, да? Так, поехали. Значит, за сколько, вот, например, вам приходили продукты с других компаний, имеется в виду там Amazon, либо сетевая компания, а иногда, может быть, посылки изымали, сложности в Корее, работать не давали. И как у нас. Я буду, кстати, держать. Мы, первое, руками не здороваемся. Второе, мы здороваемся по-современному. Третье, мы вот так не целуемся. Все знаете, да, почему? Ну, пандемия же. Что, она никуда не ушла. Вот. Чтобы на всякий случай я вам рассказываю. Поэтому у нас есть культура, дистанцию держим. Мы любим друг друга и держим что? Дистанцию. И плюс я джентльмен, всегда вот так, ну, ухаживаю. Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, я прилетела из Южной Кореи. Раньше, если, например, даже сейчас с Амазона, если откуда-то мы делаем заказ в Корею, месяца 2-3 мы ждем посылку. Также в других компаниях было ранее. Когда я подписала соседство Гетца, посылку получила через 5 рабочих дней. Максимально 7 рабочих дней приходят посылки. Никаких проблем на таможне нет. Один раз скрывали посылку, написали письмо с извинением, что все классно, все круто, без проблем мы вам ее доставляем, приносим свои извинения. Так что соседство Гетца — самая лучшая компания, самая лучшая продукция и самая классная, шикарная доставка. Ребята, а мне обнимать можно? Да. Вы понимаете, о чем речь идет? Amazon, самая крупная компания в мире. Капитализация более $1 триллиона. В Корею делает доставку 2-3 месяца. А у нас 5 дней рабочих. И еще таможня иногда извиняется за то, что проверяла посылку. Потому что наши продукты, они официально проходят все страны мира. За исключением некоторых таких нюансов. Например, в Корее мы не рекомендуем заказывать CBD, потому что в Корее CBD воспринимают как наркотик. Поэтому, если вы будете заказывать в Корею CBD, мы вам положим туда черный тмин вместо него. Ну, есть вот такие. Например, у нас есть печень, жир печени черной акулы в Омеге. Она в Красную книгу занесена. В Норвегии нам его продает. Печень официально нам продает. Мы из этой печени делаем натуральную омегу с деревом, но назад в Норвегию омегу не пропустят, скажут, она в Красной книге. Круто? Вы понимаете, как устроен мир? Это фантастика. И вот у нас, вот мы отправили на сегодняшний день более 100 тысяч посылок. И из 100 тысяч посылок ни одна посылка не потеряна. Какие-то посылки задерживались, извиняясь, и люди получали. Ну, там сертификат какой-то показывали, либо налог уплачивали, либо назад возвращали, и мы заново отправляли. То есть у нас все люди получают деньги, возврат, ну, таких проблем нет. Круто? Круто. Пожалуйста, это у нас житель какой страны? США, Калифорния, Лос-Анджелес. Скажи, пожалуйста, вот если заказать в Америку, например, продукт с Кореи, либо с Европы, бывало такое, сколько ждали, там, недель или месяцев? Если заказывать с Китая, там, Alibaba или другие компании, то идет 30, 40, 50 дней. Я заказал в компании Success Together, посылка идет 15-20 дней максимум. В 2 раза быстрее, чем обычная транспортная компания. Вот. А на самом деле в Америку у нас продукт приходит людям, я сейчас вам поставлю видео, кто вот постоянно заказывает, буквально бывает даже 5 дней в Америку приходит, бывает 7 дней. Хотите увидеть видео? Вот человек у нас получил сейчас посылку в Америке. 7 дней. Ура! Только что принес курьер мою доставочку. 7 дней, представляете? Тут у меня 6 фитопрепаратов, омега плюс, гидровитин плюс. Круто? 7 дней. 7 дней. И посылка пришла в Америку. А только что мы услышали, что с Alibaba идет сколько? С Alibaba идет там 30-40 до 50 дней. Почему ко мне в Лос-Анджелес идет дольше? Потому что посылка доходит сначала в Нью-Йорк, и за 5 дней до Нью-Йорка дойдет она. Но она еще по
в США идет там неделю-полторы. Потому что... Вот это тоже интересный момент, что он живет в дебрях. Теперь важный момент. Ты заказывал хоть раз продукт в американских компаниях? Я сейчас вас удивлю. Вот это очень интересный момент. Потому что американцы иногда заказывают в Америке, в магазине Америки, и иногда бывают посылки ждут. У тебя вот бывало антирекорды? Ну, максимум 40-45 дней. Американские магазины. Вы хоть поняли, какая у нас компания? Кирилл, ты понимаешь? Олег, в Америке люди ждут американские продукты до 45 дней, а наш 7 дней. Видели? Бог с нами? Но это только Бог же мог такие связи сделать. Правильно? Объединить. Отлично. Пожалуйста. Я Алгаев Густин из Якутии. Не волнуйся, за сколько дней получаешь? 3 дня. Ты где живешь? В Якутии 1 день получают. Ну, а? Вы что, сегодня обкурились и вышли? А, село. Село. Не в Якутии, а в селе. В селе 3 дня. Село. Да. А в Якутии 1-2 дня, ну как бы там сразу чуть получает. Пришел и получил. У нас, представьте, в поселке и в села в некоторые за 3 дня приходят. Ну вы знаете, да, что такое село? Здорово. Отлично. А результат по здоровью? Вообще отлично. Мне здоровье. Что сняли? Как, Как там? я с онкологией болел, да? Вот так. И с этого я освободился. Все ранее. То есть у него была онкология. Он стал потреблять наше питание, и ему сказали, ты здоров. Круто? Да, молодец. А вот, кстати, раз вы вышли сюда, вот, а у вас по здоровью есть результат? Да, по здоровью у меня шикарные результаты. Я уже начал их записывать, потому что их очень много. Один из хронических болезней, у меня коленный сустав был, 30 лет болело. Месяц пил клеточное питание, сейчас я бегаю 5 километров и более. Вчера прошел 25 тысяч шагов, позавчера 35. Приглашаю в этот зал гостей. Также у меня результат по здоровью, по наследству передалась, значит, мужская энергия была ослабленная. И благодаря употреблению клеточного питания сейчас, как уже ранее говорили, стоит как у молодого. Здорово. Еще, кстати, я вот фотографии же могу показывать. Да? Не твои. Вот у нас Ирина, фотография есть. Мне вот партнеры скиньте Ирину, либо я так ее сейчас искать буду. То есть люди у нас потребляют продукты, заходят на Эверест, в Гималаи. То есть у людей происходит, видите, омоложение, минус 26 килограмм. Вот это у нас с Якутии, Туяра. Видите, какая была? Вот. Да, она у нас здесь находится. И просто вот сахар за 3 месяца в норму минус 15 килограмм. Вот у нас человек с Самары, злая пришла в сентябре 2023 года. С костылем. Ругала, плохой семинар, все не так. Да? Вот. Хотите выйти сюда? Сможете? А? Да. Сейчас она у нас помолодела. Вот. Минус 23 килограмма она за 6 месяцев. Добрее стала. А что вы думаете? Болезнь это боль. Да? И вот получается, что да, люди, они становятся красивее, моложе. Скиньте мне Ирину. Галина, кинь. Можете мне фотографии скинуть, ребят? Да. И вот смотрите, какая была, да? Вот. И какая стала. Здравствуйте. Вот. А я джентльмен. Вот. Минус сколько килограмм? На сегодня 27. Минус 27 килограмм. Она пришла в сентябре прошлого года. Ни во что не верила.
Ну так, чуть-чуть. Ну да, вот так же вот. Вот видите? Вот. Видите? Вот, видите, повадки еще остались чуть-чуть. Да. Сейчас, видите, добрая, милая, красивая. Да. Ну и женское здоровье улучшилось. В Самаре за сколько посылки получаете? День. 1 день. Круто. Вот. Присаживайтесь, да, чтобы, ну, в силу, да. То есть, видите, Самара 1 день. Вот он живой результат. Круто? Работают продукты? Да. Сейчас я посмотрю, Ирину мне прислали. Если кого-то видите, можете фотки мне прислать в личку. Так, вот, это у нас... Не, фотографии мне не видео. Ну что вы, девочки, как это? Вы же не хотите, чтобы я вас сейчас ругал со сцены и материл. Это что, фотография, что ли? Это видео. То есть научитесь просто воспринимать информацию. Галина Ким. Гульнас. Девочки, скиньте мне фотографию Ирины. Вот Ирина. Она минус 13 килограмм уже. Уже 14, да. Пока ребята сейчас фотку скидывают. Вот видите? Вот здесь такая была, потом вот такая, а сейчас еще стала красивее. Минус сколько? Минус 14 килограмм. У меня прошли приливы, бессонница, головные боли, суставные боли. Здорово, благодарю вас. Так, ну, можете идти, да. Вот, например, у вас, да? Доставка за сколько дней в Казахстане? У нас в Восточном Казахстане, город Усть-Каменогорск, я являюсь склад у нас, доставляем, если посылка выходит, до обеда заказывает, после обеда я уже доставляю, ну, 5-6 часов. То есть 5-6 часов доставка в Усть-Камане. Туда продукция других компаний приходит очень долго. Также у вас есть результат, да? По здоровью в семье. У вас сколько детей? В данный момент 6 детей уже. 6 детей. И вот смотрите. Во-первых, он занимался бизнесом. Строительный бизнес. Я являюсь директором строительной компании, более 1000 квартир построил в городе Усть-Каменогорск. Сейчас последние 4 месяца все объекты, которые начал, сдал. Сейчас буду заниматься чисто в этом проекте. Потому что у меня результат сын, да, могу рассказать? Да. То есть я сейчас покажу. То есть он директор строительной компании. Более 1000 квартир построил в Усть-Камане. И так получилось, что... Я сейчас просто покажу ребенка сначала. У него заболел ребенок. И ребенок лежал с трубкой. Получается, в голове, которая жидкость отсасывает. И получается, дорогие друзья, так, это у нас чат по здоровью, да? А вот, секундочку. И получается, что вот у меня миссия, у меня аллергия с астмой прошла, и я хочу рассказывать об этом людям. Вес улучшился, я хочу рассказывать людям. Вот, например, у женщины зубы гнили, курила, через 10 дней потребление клеточного питания. Круто? Друзья, круто, да? Вот, идем дальше. Вот эта женщина, например, она не ходила, да, еще. Стала потреблять питание, стала прыгать. Классно? Да, вы говорите, классно. Видите, прыгает. Вот, теперь по ребенку, да? Получается, что вот ребенок. Ну и папа может сейчас рассказать эту историю, что он бизнесмен, строительная компания, но после того, когда Господь спас жизнь благодаря клеточному питанию, он решил, что классический бизнес и строительная компания это будет неправильно, так как Господь спас ему сына, и он должен заниматься клеточным питанием. Здравствуйте, меня зовут Мейрамбек, мне 44 года, Казахстан, город Усть-Каменогорск. У меня 5-й ребенок родился 6-месячным, килограмм 250 грамм. Пролежали в больнице в реанимации год и 2 месяца, перенесли 5 сложнейших операций. Это гидроцефалия, эпилепсия, судорога. Левая сторона, руки, ноги полностью были парализованы.
Мозг, сказали, из 4 частей, только одна часть работает. Ребенок не будет видеть, легкие, почки, печень не функционирует. Благодаря Всевышнему, благодаря Андрею Артуровичу, благодаря клеточному питанию, моему ребенку сегодня, в данный момент, 2 года, вот 5 августа будет 2 года и 6 месяцев. Ребенок полностью, врачи когда говорили, что он будет всю жизнь шунтозависимым, мы шунт убрали, гидроцефалию, эпилепсию, судороги победили, руки, ноги работают. Супруга еще родила 5 августа, моему 6-му ребенку будет 40 дней, как он появился на свет, целый, невредимый, живой, здоровый. Употребляйте эти продукты с рождения. И я вот, если на планете Земля с таким диагнозом у кого-нибудь будет, выступаю, чтобы у кого-нибудь, если один ребенок на планете Земля выздоровеет, я считаю, что миссия будет сделана, да? Кто не верит, может мне позвонить по видеозвонку, я покажу все документы. Я врагу не пожелаю, потому что год и 2 месяца лежать в больнице в реанимации и не выходить. Таких детей было 5. Мой выжил. И благодарю Всевышнего, да? Потому что я же один дома, у меня дети погодки, сын, доча погодки. И вы не представляете, что я пережил. Это 2 детей учатся до обеда, 2 после обеда, 2 ходят на секцию танцев, ребята ходят на дзюдо. И как белка в колесе выполняет работу мужскую и женскую, да? Так что, мужчины, берегите своих жен, когда они у вас рядом. Женский труд не оценим. И посмотрим на ребенка. Добрый день, дорогие друзья. Хотел поделиться. И ребенок живой, без аппарата в голове. И дай Бог, чтобы дальше у ребенка было развитие, ходил, танцевал и радовался жизни. Да? Аминь. Вот почему я здесь нахожусь. То есть у меня цель не деньги заработать. Меня деньги, они вообще не интересуют. Меня интересует, скольким людям я помогу. И для меня то, что он рассказал, и рассказали другие люди, это дороже денег. И это моя энергия. И я счастлив, что мы живем не зря и помогаем людям. И он молодец, что как бизнесмен решил от строительного бизнеса отходить, потому что ему Господь дал вот этот шанс и подтверждение, что это работает и надо другим людям спасать жизни. Круто? Молодец. Все. Так, идем дальше. Какая страна? Молдова. Молдова. Если заказать продукт с Китая, или там с Алибаба, либо с Америки, за сколько дней приходят там либо с сетевых компаний, иногда продукт Молдова. А иногда, может, вообще их не приходят, на таможне их забирают. Это правда. Очень много на таможне забирают у нас продуктов. Но наши продукты, слава богу, доходят от 5 до 10 дней. Молдова. Круто? А результат по здоровью есть у вас? Конечно, результатов очень много в моей семье. У мужа классно простатит налажен. Все там замечательно. Мужские функции, кстати, вернулись. Я смотрю, вы расцвели. Да, конечно. У меня тоже очень классные результаты. Мне 61 год. Климакс прошел. Очень здорово помогли продукты с онемением рук. Значит, судороги ног были. Тоже классно. Головные боли. Ну, вот это все продукт сделал. Я очень благодарна. Круто, поздравляю вас, пожалуйста, встречаем. Вот у нас Кыргызстан, Бишкек, еще сюда выходите. Пожалуйста, какая страна? Молдова, Кишинев. Я лидер Отары, мне 55 лет. Чувствую себя прекрасно. И я очень волнуюсь и хочу передать именно из-за детей. Я мать 4 дочек. И среднюю дочь, она перенесла 2 сложные операции. И я перед операцией, во время и после кормила только Success Day, Success Night. И мы победили. Дочка чувствует себя отлично. Через месяц она вернулась в школу. Она заканчивала 11 класс. И играет на инструменте арфи. И она уже с концертами по странам разъезжает. Ей товарищ помогает носить чемоданы, потому что она еще не может.
но у нее мозг отлично работает, она совсем справляется и вовремя сдала все экзамены. Я очень счастлива как мать. Сама получила отличный результат, минус 9 килограмм, энергия зашкаливает. У меня была цель в Самаре быть в этом году здесь на сцене. Моя вот все, мечта исполнилась, я вот обнимаю. Вот видите, нарушает правила, что я категорически не люблю. То есть, помните, я говорил, дистанцию держим. Теперь мне придется руки протирать. Да. Я очень энергична была и вчера, и сегодня. У меня прошли коленки, ноги отлично работают, мышцы, ЖКТ в норме, сдавала анализ, у меня сахар в норме, холестерол в норме. Я сама врач-лаборант, работаю в детской республиканской больнице города Кишинева. Всех призываю в эту компанию войти. Тут все хорошенько посмотреть, и вы найдете для себя лучшее, вы будете жить при жизни и будете богаты и счастливы. Благодарю вас и Всевышнего. Я вас поздравляю с такими результатами. Пожалуйста, проходите. Сейчас идет Беларусь сюда. И смотрите, что такое осознанность. То есть, почему, например, я богат, или почему я, например, здоров. Вот меня потрогали. Это неплохо, не хорошо, но я теперь должен протереть руки. А неосознанный человек возьмет руку и глаз вот так будет тереть. Поняли, почему люди болеют? То есть осознанность должна во всем быть, как ты ведешь бизнес, с кем ты здороваешься. А я когда хожу в салон подстригаться, я туда захожу с салфеткой. Двери я открываю в такси с салфеткой. Что думают обо мне люди, мне все равно. Мне вообще без разницы, что они думают. Но мой парикмахер спросил меня, а почему вы все время приходите с салфеткой? Он же не знает, что я дверь внизу-то с салфеткой открываю. Он почему? А я говорю, а знаешь почему? Говорю, вот видишь, вы просто ради интереса возьмите салфетку и откройте дверь, которую там открываете салфеткой. Вот эту, ту и ту, и в туалете. Грязная салфетка. Грязная салфетка. Помимо того, что она грязная, еще представьте, 1000 человек, аэропорт, туалет, нос, орган потрогал, да? Там что-то почесал. И поэтому люди болеют. Что тут неудивительного? Поэтому, естественно, она-то сама не болеет, но вдруг она трогала какую-нибудь дверь, которую трогал другой человек. И я сейчас не от нее руку протру, а от кого? От потенциальных людей, которые, возможно, были больными, и они открывали какую-то дверь и где-то лазили. Правильно? Вот поняли, мышление людей, ну, разное. Я беру специальный спирт, вот, и брызгаю на руку. За 8 год ни разу ничем не болел. Люди лежали по 10 дней, умирали, страдали, мучились. Вот вам простой пример. Осознанность. Что ты говоришь, с кем ты ешь, с кем ты спишь, как ты спишь, сколько раз спишь. То есть везде нужны законы, соблюдения. И в спецназе есть законы. Хотите, загадку дам? Кто знает, пока не говорите. Но кто знает, таких в зале почти нет. Если Маргарита Васильевна не проговорилась на одном из тренингов. Все, кто знает, молчат. Почему, когда летит самолет, приносят именно, как они называются, пилотам, разную еду? И почти никто никогда не знает ответ. Вы поймите, везде законы есть. Законы есть в банках, законы есть в медицине, законы есть в спецназе. Кто куда смотрит. Вот просто я со спецназом хорошо дружу. То есть там есть законы, кто прикрывает, кого, когда, понимаете? Там спецназ вот так вот жопой не ходит туда. В одну сторону 10 человек не смотрит. Тогда всех убьют. Я когда хожу в рестораны, я никогда не сажусь на видном месте.
У меня всегда голова прикрыта, я всегда сажусь вот так. Я вижу, кто заходит, где заходит. Поняли мысль? Голова прикрыта, это законы. В общем, пилотов кормят разной пищей, чтобы они не отравились. Если один отравится, то второй берет и управляет. Вот это называется мышление. И легко зарабатывать деньги, и легко быть здоровым, главное включать мышление. Понятно? И меня многому чему научили люди, которые разбираются в жизни. Поэтому и выгляжу нормально, поэтому и зарабатываю нормально, поэтому и люди у меня зарабатывают нормально. Потому что законы соблюдаешь, живешь правильно. Вот пример. Белоруссия. За сколько вам приходит посылка в Беларусь? Беларусь это страна под санкциями, куда вообще продукты других стран почти не приходят и оплаты картами не работают. Я живу в маленьком городке, ко мне посылка приходит за один день. Круто? Теперь представьте, что вы владелец этой компании, я же вам ее подарил, у вас франшиза в подарок, и вы теперь управляете всем миром. У вас любой человек может заказать. В Крыму может заказать, на Украине, в Индии. Круто? Беларусь 20 лет под санкциями, чтобы вам было понятно. Теперь расскажите свой результат по здоровью. Он, конечно, такой, как вам объяснить, потрясающий, да? Потрясающий результат. Сейчас я покажу фото. Ну, это у нас девчонки до беременности, во время беременности. Вот. Видите, как улучшают молодость, к людям возвращаются. Так, давайте. А вот у меня в чате лидеров есть. Вот она. Ну, во-первых, минус 18 килограмм. Это самое простое, что она получила. Да. Вот. Я, кстати, ремни почти никогда вообще не ношу. Тоже вот это круто. Потому что, ну, когда ты правильно питаешься, хорошая одежда, у тебя все сидит. Правильно. Теперь смотрите, расскажите вашу историю, коротко только, пожалуйста. В конце сентября мне поставили очень страшный диагноз. Это рак центрального бронха справа. У меня атрофировалась правая легкая полностью. У меня было многочисленные метастазы в правом легком. Прорастания были в сердечную мышцу, во все артерии правого легкого. Внизу была правая легкая, очень большая метастаза. Но я, наверное, не буду говорить, какая это стадия, да? И как бы я очень много семьи скрывала, потому что как бы врачи, ну, мотали головой и говорили, ну ты же понимаешь, какая сейчас ситуация. Я не сложила руки, я на просторах интернета нашла Милану Дмитриевну Хомич. Я ей благодарна очень сильно, поклоны до земли. Она мне рассказала, что мне нужно пить, что просто все понимали, когда я начинала пить клеточное питание, линейка была очень маленькая. То есть я купила все продукты, начала пить их, и, ну, еще хочу сказать, что мне врачи сказали, что моя легкая никогда не задышит. И какое было удивление, когда после 3 месяцев мне на КТ первая строчка была «Восстановление функции легкого», а мне его хотели отрезать. А сколько человек с вами было в больнице, вот, девушек, которые живы или умерли? Смотрите, так как меня там решали оперировать, не оперировать, девочки очень менялись, да? И всех моих знакомых, одна девочка, которая со мной именно пьет клеточное питание, у нее 4, у нее очень агрессивная опухоль, она живет, она ходит на работу, хотя имеет 2-ю группу инвалидности, она копает огород, понимаете, она пьет вместе со мной клеточное питание. К сожалению, очень многих, которые были там со мной, их уже не стало, буквально через 2 месяца. Буквально. Но есть еще одна женщина, с которой я общаюсь, ей сейчас очень плохо. Ну, то есть она говорит, я вздыхаюсь постоянно, хотя ей отрезали немножко там легкого. Она тоже прошла химиотерапию, но почему-то как бы она его не покупает. А я, как видите, чувствую себя прекрасно, хорошо. На данный момент, после 9 месяцев употребления клеточного питания, у меня очень маленькая остаточная опухоль в бронхе. У меня было еще метастазы в печени. Сейчас ставят мне кисту. И то, что вот мне все поуходили прорастания, поуходили все мелкие метастазы, восстановилась легкая. И внизу правого легкого они мне просто пишут. Ну, не могут понять. Они говорят, ну, наверное, у тебя просто убийц. Мне уже не пишут МТС, как обычно пишут метастазы. Этого мне не пишут. Просто пишут контрастивное новообразование под вопросом убийц. Работают наши продукты? Сколько денег вы заработали? Около $6000. Поздравляю вас, дай Бог вам здоровья, пусть Господь вас любит, балует и радует. И мне приятно, что мы спасаем жизни людей, продлеваем их жизнь.
И это здорово. Встречаем Белоруссию. Пожалуйста, какая страна? Светлана Шалимова, Германия. В компании всего 2,5 месяца. Получили результат хороший с мужем. 5 килограмм он и я мы сбросили. Это очень хорошо для нас, девчонок. Вот, улучшилось состояние ногтей и волос. Это очень круто, правда? Вот, посылка к нам приходит. Первая посылка пришла вообще удивительно, всего за 4 дня. Сейчас вот перед отъездом была небольшая задержка, но уже пришло сообщение, что посылки нас ждут. Спасибо, Андрей Артурович. Смотрите, человек живет в Германии. Это очень такая демократическая страна, которая не пускает вообще никакие посылки, уничтожает посылки. Если заказывать продукты там, с Америки, из Китая, хоть раз заказывали, за сколько дней получали, может быть, даже утилизировали их. Вы знаете, никогда нигде ничего не выписывала. Начала спрашивать. У нас, да, отлично. Просто в Германии очень часто вообще продукты просто утилизируют, не пускают в свою страну, потому что они свои препараты только продают. Евросоюза. И теперь важный момент. Она в Германии получила доставку за 4 дня. Это лучший случай был, да, там, за 7 дней. Если заказать с Голландии, со склада, например, продукт, то иногда в Германию им придет это за 10-15 дней. Но продукт будет стоить $300, а не 200. Вам нравится наша схема? Очень нравится. И не так дорого, как с Америкой, да, мы всего платим 35. Еще налог. Когда посылка приходит в Европу, с Америки или с какой-то страны, они платят налог. За $200 примерно 50 евро. А у нас сколько налог платите за $200? Ну, от 7 до 9 евро. Круто? И эту схему удалось мне организовать и нашим партнерам. Пожалуйста, встречайте. Да. Кирилл, слышал, да? $200 с Америки приходит посылка, платят $50 налог. А у нас приходит посылка, они платят $10. Круто? Это все мы для людей делаем. Мы специально делаем такие схемы, что продукт, там, подарок, что это вот благотворительная академия, чтобы людям нравилось. Здорово? Бишкек, да? Кыргызстан. Сколько денег заработали? $6000. Нормально. А за сколько дней вот с международных стран мира вы в Бишкеке получали посылки? Не у нас. 30-40 дней. А у нас за лучшее вот время со сколько? Самый короткий срок доставки это был 2-3 дня. 2-3 дня. А склад в Бишкеке мы сейчас наполняем, он откроется и будет доставка за сколько? Ну, я думаю, сутки, может быть, даже меньше. Круто? Встречаем Кыргызстан. Я показал вам специально раз.